Сегодня глава республики Владимир Уйба сделал ряд заявлений в своем обращении ко Дню студенчества. Полную версию смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня День российского студенчества. Я от всей души поздравляю всех студентов республики, а это без малого 33,5 тысячи человек в республике. Хотя каждый, кто закончил высшее или среднее учебное заведение, всю жизнь остается студентом, поэтому значительно большую армию студентов с этим замечательным праздником. И хочу подчеркнуть, что у нас очень яркая, талантливая, целеустремленная молодежь, которая не только хорошо и отлично учится, но и преуспевает в спорте, творчестве, общественной деятельности. И минувший год, как и для всех, был точно так же непростым и для студенчества, и для преподавателей. Все это было вызвано, конечно же, дистанционным обучением в связи с коронавирусной инфекцией. И хочу сказать, что и студенты, и преподаватели достойно выдержали все испытания вот этой дистанционной формы обучения. И не снизили уровень знаний, не снизили уровень оценок за обучение, и это очень здорово. Более того, наши студенты очень активно помогали и помогают в борьбе с пандемией. Я особо хочу еще раз поблагодарить студентов-медиков. Это более 130 человек, которые, не закончив еще медицинские факультеты, как в колледже, так и в институте, вышли на помощь своим коллегам, врачам и продолжают работу в медицинских учреждениях республики. Не только студенты-медики, не остались в стороне и студенты других специальностей. Будущие педагоги, например, во время учебной практики помогали учителям, наставникам с дистанционным обучением школьников. Студенты республики приняли самое активное участие в общероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым, маломобильным гражданам, которые были вынуждены оставаться дома в условиях пандемии. Спасибо огромное. Вклад и участие каждого из вас очень важны. Сегодня я побывал в опорном вузе республики, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Это единственный вуз в республике, реализующий общеобразовательные программы высшего образования в сфере педагогики и медицины. Посмотрели лаборатории медицинского института, посмотрели, как организована работа санатория-профилактория СГУ, на базе которого с сентября 2020 года пациенты, перенесшие ковид, получают комплексное амбулаторное поликлиническое лечение, а самое главное – восстановительное лечение по уникальной собственной программе. И эта программа получила положительную оценку как среди пациентов, так и среди ученых. У меня состоялась очень интересная встреча с студентами, педагогами университета, на которой мы обсуждали очень много вопросов. Это были вопросы и моего студенчества, и моего обучения в медицинском вузе. Это и открытие новых специальностей подготовки, это лицензирование. Сегодня существует совершенно другой подход к подготовке наших специалистов, наших врачей. Обсудили кадровый вопрос в медицине, он тоже очень актуальный для нашей республики. Ответил ребятам на вопрос, как мы, как правительство республики, предполагает заинтересовывать будущих студентов и будущих выпускников именно в работе внутри республики. И, конечно же, мы точно совершенно заинтересованы в том, чтобы и республика прирастала дополнительными специальностями и готовила как можно больше специалистов, востребованных именно в экономике республики. Мы работаем также над увеличением числа бюджетных мест, исходя из кадровой потребности на ближайшие годы. И так в вузах республики контрольные цифры приема на 2020-2021 учебные годы были предусмотрены в объеме 2552 бюджетных места, что на 327 больше, чем годом ранее. В средних специальных учебных заведениях число бюджетных мест также увеличилось и составило 5106, что на 344 места больше, чем годом раньше. Ну и, конечно же, в праздничный день я хочу пожелать
каждому студенту грызть гранит науки, при этом не сломав зубы, не потеряв интерес. И, конечно же, вот на встрече студенты спрашивали, что основное, вот на что нужно уделить внимание и вообще, что основное в жизни студента. Я хочу сказать, что жизнь студента – это не только учеба, но, конечно же, нужно понимать, что во время обучения в институте закладывается основа. И если эта основа будет прочная, если эти знания будут долговечные, то, конечно, это будет очень хорошим подспорьем будущей вашей профессиональной жизни. Поэтому, конечно же, учеба, учеба, еще раз учеба. Но при этом, как я вначале сказал, не нужно забывать ни о спорте, ни о творчестве. Поэтому легких вам сессий, удачи, крепкого здоровья, радости и надежных друзей. Уважаемые жители республики, это все, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких. Всего вам самого доброго. До новых встреч.